Следующий у нас доклад Аргунова Алевтина Петровна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники международной конференции. Наверное, очень рада видеть всех наших коллег, наших друзей, которые занимаются и которых волнует развитие детского и юношеского спорта, ну и в целом спортивной подготовки, да, развитие массовой физической культуры. Понятно, что мы как орган исполнительной власти, курирующие подготовку наших будущих олимпийцев, наших будущих спортсменов, это система Министерства образования и науки, и вопрос физического воспитания для нас это тоже государственный приоритет. У нас есть нормативно-правовые основания, о которых тоже сказали коллеги из федерального центра, да, и на сегодня у нас в республике выстроена целая, ну, скажем, такая довольно-таки хорошая система, можно сказать, да, которую мы сейчас будем ее насыщать теми вот стратегических направлений, которые были озвучены от предыдущих докладчиков. В системе образования у нас, значит, 633 школы, 700 дошкольных образовательных учреждений, 42 у нас учреждения СПО, 6 у нас вузов, да, высшего образования. И на сегодня у нас есть также центры, вот, о котором тоже вот сейчас буквально предыдущий докладчик упомянул, региональные центры подготовки и поддержки одаренных детей. Сегодня у нас присутствует ректор Малой академии наук Василий Ефимович, да, который также осуществляет направления по науке, культуре и спорту. Я думаю, что вот очень бы наш опыт республики был бы здесь, в общем-то, полезен, да. Кроме этого, как мы знаем, у нас в республике осуществляется цифровая стратегия, в рамках которой все органы исполнительной власти, мы, значит, все наши данные внесены в систему. У нас работает штаб цифровой трансформации, то есть вся система непрерывного образования, она у нас позволяет отслеживать почти вот каждого IT-профиль каждого жителя нашей республики, в том числе включая наших детей, и в том числе по направлению спортивной подготовки, спортивной ориентации. Большую помощь нам в этом оказывают также, конечно, федеральные наши органы исполнительной власти, которые в целом вот буквально за 2 года выстроили целую политику, вот, скажем, создания воспитательной среды. Это наши школьные спортивные клубы, студенческие клубы. На сегодня у нас все общеобразовательные организации имеют 100% включены в эту систему. Большую помощь вот нам тоже оказала вот стратегия, которую мы разрабатывали буквально в 2021-2022 году. И совместно с нашим Министерством спорта, политической культуры Республики Саха-Якутия у нас было подписано соглашение и действует и работает система. То есть все вот дополнительные общеобразовательные программы, они у нас сидят в навигаторе дома образования. Это тоже как бы федеральная информационная система, которая позволяет отслеживать те или иные программы. На сегодня у нас в этой программе более 7454 общеобразовательные программы, где вот львиная доля у нас тоже принадлежит спортивно-образовательным организациям, да, которые осуществляют у нас на местах. Поэтому, в принципе, и вот только федеральная система дома образования, она позволяет нам отслеживать и динамику вовлечения организации дома образования в плане подготовки спортивного резерва. Отдельно у нас стоит, конечно, вопрос охвата детей детей с ограниченными возможностями здоровья. Вот мы буквально тоже 2 года мы проводим эту политику. Понятно, что есть вопросы инклюзии, но тем не менее мы ставим также вопросы и поддержки и выявления развития этих детей с особыми образовательными потребностями. Есть у нас всероссийские соревнования, да, которые позволяют нашим детям участвовать, проходить отборы, это всероссийские президентские состязания. Есть у нас, значит, федеральная поддержка в виде, значит, национального проекта образования «Успех каждого ребенка», в котором осуществляется у нас ремонт, реконструкция имеющихся спортивных
залов в общеобразовательных учреждениях. И вот буквально 2 года назад тоже была включена программа «Новые места», то есть которые позволяют у нас создавать новые места в системе дополнительного образования. Но в республике есть ряд достижений, которые здесь у нас отражены на слайде. Да, и здесь надо сказать, что вот систему вот детского и юношеского спорта и вообще в целом массового физического воспитания у нас осуществляет 2 больших координатора. Это наш ресурсный центр «Юные якутяне», который курирует дополнительное образование в целом, наша малая академия наук, которая как раз таки занимается вот той поддержкой одаренных детей, о котором было выше сказано. Мы были почти первыми в числе 20 субъектов, у которых открылись значит, у нас региональные центры фонда «Таланты и успех». И здесь вот мы тоже, да, на ближайшую перспективу, мы уже сегодня об этом тоже говорили на уровне руководства нашей республики. У нас будут открываться такие же школы, будем проводить отбор школ ассоциированных, поэтому если тут есть представители значит, наших республиканских школ, не республиканских, муниципальных школ, которые хотят стать школами, ассоциированными с Сириусом, вот мы тоже приглашаем их к участию. 6К, я уже сказала, у нас понятно, что вот буквально мы сколько, вот, когда еще будучи наш федеральный институт, общественный институт стал координатором по всероссийскому спортивному комплексу ГТО, готов к труда и обороне, да. Сегодня у нас тоже эта работа активно ведется, у нас сейчас более 153,5 тысяч обучающихся, у нас свыше 75 тысяч обучающихся стоят в этой системе тоже федеральной, своевременно сдаются нормативы. Но надо сказать, что здесь у нас, конечно, не в каждом муниципальном учреждении у нас имеются помещения, да, в которых можно было проводить эти испытания, но тем не менее со стороны Министерства спорта нашей республики есть условия, в которых мы это учитываем и совместно проводим работу. Господдержка, да, здесь вот буквально мы 2-й год проводим спартакиаду учащихся, мы ее возобновили вот в доковидном периоде, она звучала по-другому, то теперь мы уже ее вот по инициативе нашего главы республики проводится спартакиада школьников. Если мы в прошлом году охватили 64 тысячи обучающихся, то есть начиная со школьного этапа, значит, этот уровень через наше первенство республики, которое мы совместно с Министерством спорта утверждаем, у нас по 29 видам спорта, уже в этом году мы достигли цифры около 70 тысяч обучающихся, которые охвачены вот этими видами спорта. Здесь надо тоже сказать слова благодарности тоже правительству нашей республики, которые вот сегодня проводят и нашу международную олимпиаду, наши международные спортивные игры «Дети Азии», да. И здесь вот у нас были приняты ряд тоже нормативно-правовых актов, как это поддержка детей, которые стали у нас победителями, призерами Всероссийской олимпиады школьников. Значит, победитель у нас получает 500 тысяч, призер у нас получает по 100 тысяч. И вот в этом году мы тоже значит, издали указ, да, глава республики издал указ об единовременной поддержке учителей и тренеров, которые достигли, стали чемпионами вот нашей спартакиады. То есть по итогам спартакиады школьников 31 тренер у нас получит на днях единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Я думаю, что вот вся системная комплексная работа будет направлена на реализацию основ физического воспитания. Здесь мы очень большой надежды возлагаем на наши педагогические классы, которые у нас открываются. Да? На сегодня у нас в 36 муниципальных районах существует 76 педагогических классов, которые тоже при желании можно их переориентировать и на нашу педагогическую профессию. Да? Это учитель физической культуры и тренера-преподавателя. И здесь надо тоже большую, нам помощь окажет то, что у нас с 1 сентября будет реализовываться предмет «Основы безопасности и защиты Родины», где у нас стоит одним из ключевых модулей – это военно-спортивная подготовка. Поэтому потенциал тех 1200 учителей, 4500 тренеров, он, несомненно, будет у нас востребован.
И я хочу сказать, что вот в системе одаренных детей Всероссийской олимпиады школьников у нас ежегодно участвуют наши школьники. И вот в этом году у нас тоже из 3 участников 2 стали призерами. И мы все помним, под руководством Кача в 2014 году Михаил Дмитриевич, при поддержке Михаила Дмитриевича и Егора Афанасьевича у нас в 2014 году был проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету физическая культура, да, и мы вот сейчас тоже инициируем, подаем республика заявку при поддержке тоже главы республики по проведению в 2025 году финала заключительного этапа в городе Якутске. Я думаю, что мы эту работу доведем до конца, и вот в резолюции сегодняшней конференции, в проектной сессии мы просим тоже включить данный пункт и просьбу тоже поддержать, потому что Никакач уже здесь. Завтра он будет встречаться с нашим министром образования и науки. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Всем спасибо.